Многие ухаживают за своими участками и скашивают траву, которая выросла за лето. Так вот, вот эту траву, которая немножко подопрела, можно использовать как мульчу под новые растения, под новые кустики смородины, что мы, собственно говоря, сегодня и сделаем. А поможет нам в этом замечательном деле наша давняя знакомая, научный сотрудник ботанического сада Ирина Трофимова. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Куда мы должны вот это сенце заложить? Так, давайте как пример просто мы заложим его. В общем, не знаю, в будущих передачах, может быть, мы посадим еще растение, но растение сажается оно чуть ниже уровня земли в луночку, чтобы вода поливочная не растекалась, и вот этим вот скошенным сеном можно его замульчировать, то есть просто положить. Ну, предположим, вот мы посадили кусточек. То есть, чтобы было меньше испарения. И вообще, ну, иногда вместо скошенной травы используют кору или щепки, или старые опилки. В общем, это выглядит очень симпатично, как в плане эстетики. То есть это и полезно, и красиво. То есть, получается, влага, она не будет уходить она будет из земли вокруг этого кусточка. Да. Растения древесные на самом деле очень сильно нуждаются в поливе. Хотя вот к нам очень часто приходят и берут у меня консультацию, я говорю о поливочном режиме, и люди начинают удивляться, вот, мол, деревья растут в лесу, и никто их не поливает, и они, тем не менее, очень хорошо себя чувствуют. Вот, на самом деле, поскольку в Якутии, никто не занимается именно выращиванием древесных с закрытой корневой системой. То есть мы всегда выкапываем растения, то есть мы повреждаем корневую систему, мы просто ее отрезаем, получается. И для того, чтобы корешки образовались, нам необходим очень такой хороший промывной водный режим. То есть без полива не обойтись. Получается, а для того, чтобы уменьшить количество полива и количество дней поливочных, мы можем, получается, мульчировать вот эту вот луночку, чтобы испарение было меньше. Вот. Ну, давайте расскажем поподробнее вот о смородине, которая садовая смородина. Это тоже вот сорта какие-то, да? Их много. Да. Сейчас мы, получается, стоим непосредственно с сортом под названием Харакаталык. Сорт довольно старый, уже такой доказавший свою, то, что он жизнеспособность, что это хороший сорт, популярность. На самом деле... Черный журавль. Да. Но Харакаталык, оно такое официальное название. И, в общем, этот сорт является высоко урожайным, то есть ягод довольно много, плюс они созревают, получается, практически одновременно. Если дикую смородину, мы в лес ходим, получается, с одного куста вначале собираем созревшие ягодки, тук-тук-тук-тук, а потом, на этом кусте остались еще не созревшие, значит, мы типа послезавтра подойдем еще раз. Но, да, а тут ягоды созревают практически в одно время. Ягода крупная, черная, сладкая получается. И сорт довольно устойчив к мучнистой росе. То есть якутян, которые выращивают, занимаются выращиванием смородины, мучает болезнь, мучнистая роса называется. И вот этот сорт, он такой более-менее устойчивый. Но, конечно же, поражается тлей. Плюс, чтобы не было клеща, например, почковый клещ, весной рано, когда только почки начинают набухать, мы выходим и начинаем изучать растения. Тут, получается, в месте, где у нас появились листочки, набухают почки. Почки должны быть у смородины овальные, такие набухшие, как зернышки. А те почки, в которых перезимовал, получается, почковый клещ этот, они становятся кругленькими. И вот эти кругляшочки, они туш-туш-туш собираются. Это делается ранней весной. То есть это все вручную? Ну, да. Это нужно вот прямо они отрываются или нужно какие-то там? Нет, руками просто туш-туш-туш. В принципе, то есть вот этого клеща мы, то есть до того момента, как он вылезет, это происходит в какой период? В апреле, в мае? Май.
То есть вот эта работа должна быть произведена В начале, мае. в начале мая, да. Да. И получается, ну, если этого не сделать, то вот этот клещ, он выскакивает и далее поражает наше растение. Плюс борьба с тлей. Листочки, пораженные тлей, их очень хорошо можно отличить от здоровых листочков. Вот у нас здоровый лист. Получается, он никак не скрючен, ничего с ним, ну, такой лист как лист. А вот пораженный листочек. То есть, если вы видите, что листочки начинают как-то скручиваться, либо же блестеть начинают, то это уже, как сказать... Засыхать, они поражены. То, что вот говорит о этой том, что они тлей. поражены. То есть можно подойти, посмотреть на оборотную сторону листа и увидеть там маленьких жителей, так сказать. И для борьбы, получается, при разговоре с малиной мы уже говорили о том, что какие-то препараты нужно использовать до завязывания плодов. То есть для того, чтобы их не съесть, грубо говоря, это все проделывается очень рано. Либо же все делать механически, получается. Или же хорошо ухаживать за растением, потому что такое крепкое растение, оно становится устойчивым и к болезням, и к вредителям. Ну, грубо говоря. Давайте мы вот расскажем, как, допустим, вот нет у кого-то смородины, и они решили посадить смородину. Первым делом, получается, нужно определиться. Может быть, есть такие умельцы и любители, которые знают там какой-то определенный сорт, хотят для себя, и, может быть, в Якутске такого сорта нету. То есть, если они заказывают его из каких-то других городов. Но даже северные города, там, то есть Новосибирск, Хабаровск, ну, то есть это сибирские города, они, ну, то есть они обычно пишут, что вот сорт устойчивый, морозостойкий, до минус 40-45, но одно дело 40, когда 3 дня, или же одно дело, когда минус 40 всю зиму, получается, да? Все равно, получается, тут уже вы смотрите, готовы ли вы постоянно там как-то укрывать это растение, постоянно переживать, или же лучше всего приобрести растения выросшие в каких-то, в наших условиях, грубо говоря. Уже. Вот. Получается, допустим, мы приобрели саженец в нашем ботаническом саду. Но сейчас смородина уже закончилась, ее нет в наличии. Это для справки, потому что очень много звонят. Изначально на участке мы выбираем самое солнечное место и самое высокое. То есть древесные растения не переносят заболачивание. Если это место, где мы хотим разбить сад, вот весной, допустим, снег сходит, и у забора и так далее остается вода, какая-то влага, это плохо. У нас должно быть место высокое, сухое должно быть. Готовим, получается, лунки. Лунки выкапываются диаметром 40-50 сантиметров, глубиной в штык лопаты. Я обычно делаю круглую форму, хотя это не очень важно, но именно внешний вид, эстетика и так далее. Вот. Выкопали одну лунку, следующую лунку выкапываете где-то в 3 метрах, для того, чтобы можно было тоже подходить и ухаживать за растением. Обязательно мы ориентируемся не на то, какой саженец сейчас, именно те размеры, а то, какой он будет в будущем. В будущем он занимает примерно вот столько места. То есть мы встаем на место, вот здесь вот мы выращиваем, раскидываем руки вот таким вот образом, и столько места занимает один саженец. Именно из этого расчета. Выкопали лунку, завезли перегной песок, если у вас почва не песчаная. Далее едете в питомник какой-нибудь покупать саженец. Саженец изначально должен быть такой крепенький, то есть с хорошим земляным комом, потому что если корешки голые, а мы же не знаем, сколько они лежали такие голые, корешки могут пересохнуть, поэтому лучше, чтобы они были защищены, получается. Приобрели, приезжаем домой и начинаем, собственно, высадку. В лунку эту кладется часть питательной смеси, которую мы приготовили. Обычно стандартное соотношение питательной смеси – это 3 части земли с участка, 1 часть песка и 1 часть перегноя. Все это перемешивается. На дно лунки помещаем немножко этой смеси. Далее устанавливаем саженец так, чтобы верхняя часть кома была чуть-чуть ниже уровня земли.
это нужно для того, чтобы саженец сидел как бы в лунке, потому что поливочная вода имеет такое свойство просто растекаться по участку. Установили, заливаем одним ведром воды. В это ведро воды можно добавить стимуляторы образования корней, корневин, эпин или что-то похожее. Залили, дожидаемся, пока вся вода уйдет, впитается, в общем, и засыпаем остатками смеси. Очень хорошо трамбуем это место, не просто руками, а прямо ногами очень сильно нужно втаптывать, потому что если в корнеобитаемом слое остается воздух какой-то, то корешки сгнивают. То есть очень сильно мы трамбуем ногами. И далее, получается, если смотреть сбоку, у нас получается такая картина. Поверхность земли, немножечко идет углубление, и далее ровненькая поверхность, и идет наше растение. Обычно смородина на продажу, она идет двухлетняя. У нее 1-2 побега. Посадили. И опять у нас идет обрезка. Получается, поскольку корешки у нас поврежденные, нам нужно немножко облегчить работу корневой системе. Поэтому 1/3 растения мы просто тоже отчекрыживаем. То есть мы немножко сокращаем зеленую массу. Это плюс делается для того, чтобы в следующем году вот этот один побег раздвоился на 2 части, и у нас получится урожайность уже с 2 побегов. Вот. То есть вот из 2 побегов образовался вот такой вот пышненький кустик. Именно с помощью обрезки. С помощью обрезки, А конечно вот сегодня же. вы будете обрезать? И как Ну, это делать? давайте. Получается, изначально тоже вот такое вот загустение, это тоже не есть хорошо. На самом деле все должно быть чуть жиже. Вот такие вот старые побеги, которые лежат на земле, мы их просто беспощадно отрезаем. Плюс следующее, от чего мы избавляемся, это такие тоненькие, маленькие новые побеги. Хиленькие. Хоп, их тоже убираем. Вот у нас идет такой старый побег. Он немножко мешает. Тоже убираем. Вот это какой-то тоже лежащий внизу. Сейчас, получается, я занимаюсь именно отрезанием тех побегов, которые лежат у нас на земле, потому что, допустим, будут ягоды, и они будут притягивать побег еще ниже в землю. То есть есть вероятность того, что ягоды, они просто испортятся от того, что они контактируют с землей. Грубо говоря. Вот. Потом отрезаем мы побеги как можно ниже к земле, потому что в этих маленьких пенечках могут зимовать опять же вредители. И как можно ниже, можно даже вровень с землей убирать их. То есть в профилактических целях нужно делать это буквально прямо давайте у самой я земли. не буду полностью куст обрезать, а просто покажу, что нужно делать. Вот, допустим, у нас новый побег, да? Пошел. А здесь мы обрезали его, получается, давно, и он раздвоился. А сейчас мы вот этот новый побег, видите, новый прирост, то есть цвет немножко другой. Отсчитываем 1, 2, 3, примерно 3 почки, 3-5, и в этом месте отрезаем. Получается, вот это снизу, да, все это считать? Снизу считаете. Если у малины мы считаем сверху. У малины мы просто смотрим 1/3, просто убираем. А тут, получается, посчитали тук-тук-тук, 1, 2, 3, 4, 5 примерно. 3-5 отрезали, и уже в следующем году в этом месте у нас пойдет 2 побега. 2 боковых побега. И так нужно укорачивать все веточки для того, чтобы увеличивать урожайность. Вот здесь вот мы видим, вот отрезали, пошел побег, второй пошел. Далее вот здесь вот отрезали, 1, 2 пошел. Вот мы взяли побег для примера. Получается, обычно для того, чтобы отрезать побег, для того, чтобы он раздвоился, чтобы увеличить урожайность, снизу берется и отсчитывается количество почек. 1, 2, 3, 4, 5. Допустим, 5. От 3 до 5 почек должно остаться. Берем, хоп, отрезала, и в следующем году у меня с этой почки пойдет 1 побег и 2. То есть урожайность уже будет не
с одной веточки, а с двух. И даже с 3 получается. Да, вот так вот. Ну, то есть он это наращивается годами. То есть обрезка обычно производится осенью, и она делается ежегодно. Ежегодно, получается, у нас с одной веточки сначала 2, потом 4, потом и с этих 4 и так далее. А когда от этой веточки нужно избавиться вообще от основной? Она определяется, вот это время определяется визуально, то есть кора, она становится грубой, Сероватого сероватой, цвета. и зачастую начинает ломаться. Здесь появляются такие оранжевые пятнышки, которые говорят о том, что растение уже старое, ну, то есть ветка уже старая, и просто она вот так вот переламывается. Вообще, пик плодоношения смородины – это 8-летний возраст, а где-то с 10-15 лет уже надо начинать именно вот эту вот омолаживающую обрезку. Это такая довольно серьезная вещь, то есть довольно много зеленой массы уходит при этой обрезке. Но у нас, опять же, если мы ежегодно занимаемся обрезкой, то есть таких кардинальных изменений не происходит. Маленькие загущающие побеги, они сразу отрезаются, и вот эти вот старенькие тоже заменяются. Допустим, на участке у многих смородина растет, и ей лет 20. Нужно омолаживать. То есть не избавляться от всего куста, Нет, а заниматься омолаживанием, разумеется, да. с помощью стрижки. Да. Старые побеги просто отрезаются, и на замену им вырастают новые побеги. И куст может жить где-то дальше еще какое-то время. То есть он, конечно, не бесконечный, но благодаря вот этой вот обрезке иногда, когда кусты совсем старые, можно просто под пень, есть такой термин, обрезка под пень, срезать его, и уже пойдут новенькие побеги. Из этого пенька новые побеги пойдут. Да. А по поводу размножения сортовых кустарников, если размножала растения именно по посевам, то у меня вот эти сортовые качества, они теряются при посеве семенами. И, собственно, для того, чтобы не потерять эти качества, такие вещи размножаются черенками. Черенки лучше зеленые, не сейчас, я просто показала как пример. Зеленое черенкование производится в июне месяце, когда вот этот черенок, он такой травянистый, мягонький и дающий такой характерный треск при проламывании. И, собственно, в общем, втыкается в песок, укореняется и таким образом размножается. А нужно его подержать в воде, вот, допустим, как цветок? Нет. То есть просто воткнули вот эту веточку и все? Не эту, а зелененькую. Окунули в корневин, втыкает специальный череночник, у нас есть такая вещь, то есть, грубо говоря, это внизу должен быть слой питательный, то есть это может быть либо перегной, либо чернозем. Далее идет слой песка, и растения, получается, когда образуются корешки, вот это корешки, они обычно стремятся к еде, грубо говоря, да, и тем самым они развиваются. Влажность должна быть 100% для того, чтобы эти корешки образовывались. То есть вот эта емкость, она должна быть с крышкой. Вот и вся премудрость. Вот на зиму как укрывать нужно? С смородиной нет, ничего не нужно делать. Только единственное произвести вот этот влагозарядковый полив, о котором мы говорили в прошлый раз, когда лепесточки все опадут на растении, нужно будет полить каждое растение по 30-40 литров воды под один куст. И все, никаких укрываний, 3 ведра пригибаний, воды ничего. под каждый куст. Да. И так мы сохраним наше растение зимой. Это была программа «Подворье». В этой программе мы говорили о смородине, о том, как ее выращивать, о том, как за ней ухаживать, какой требуется полив и как заниматься обрезкой этой смородины. Я думаю, что эта программа, она будет полезна многим дачникам. Bum 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 bum